И кто сказал, что дети сегодня не мечтают отправиться в далекий космический полет? 12 апреля 1961 года – дата, навсегда вписанная в историю. В этот день наша страна вывела на земную орбиту первый в мире космический корабль «Восток» с человеком на борту. Им стал Юрий Гагарин. Его имя без преувеличения знает почти каждый житель планеты. А 12 апреля ежегодно в стране и мире празднуется как День космонавтики. К нему в 15-й школе Назрани приурочили яркое мероприятие. Детей, равнодушных к этой теме, здесь просто не осталось. Мероприятие было познавательно-развлекательным. Учащиеся рассказывали биографии величайших космонавтов, исполняли музыкальные и танцевальные номера. В одном из них перед зрителями предстал сам Гагарин в исполнении ученика 2 класса Мухаммада Газгиреева. Мальчик делится, что для него большая честь исполнять эту роль. Я рад, что мне дали такую роль. И Юрий Алексеевич Гагарин – это такой великий человек, который взлетел в космос самым первым. Интересной обучающей частью мероприятия стала викторина, на которой детям рассказали об особенностях работы космонавтов и космосе. Я узнала то, что там космонавты едят из специальных тюбиков, где еда. Я узнала еще, сколько планет у нас. Узнала много всего интересного. Тема космоса захватила буквально всю школу. Украшенный холл, актовый зал, кабинеты. Везде можно увидеть самые разные картины учащихся, посвященные Дню космонавтики. На лестничной площадке вы могли наблюдать работу нашего старшего звена. Это были уже более серьезные работы, это работа наших кружков. А вот за нами работы нашей начальной школы. Знаменательному дню посвятили также выставку в Музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Здесь вспоминали не только всемирную историю космонавтики, но и биографии наших земляков, участвовавших в исследовании Вселенной. Это первый ингушский конструктор авиационной и космической техники конструкторского бюро Роскосмоса полковник Муса Мальсагов, сотрудник Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Титова Алихан Кулбужев и ученый-инженер, специалист по электронике Умалат Марзиев. Пробившиеся в эту профессию люди – это люди, которых можно назвать героями. Они прошли очень тяжелый путь за то, чтобы иметь такую профессию. Особое место в экспозиции уделено человеку, внесшему свою лепту в развитие ракетно-космической отрасли, ученому-инженеру Умалату Марзиеву. Он же сегодня почетный гость. Участники мероприятия, школьники, смогли лично пообщаться, задать вопросы и из первых уст услышать об особенностях работы в Центре управления полетами России. Марзиев проработал в ЦУПе около 50 лет, большую часть из которых он трудился начальником отдела обработки секретной информации. Этот центр, как отмечает экскурсовод, уникальная точка на планете, через которую осуществляется прямая связь Земли с орбитальными аппаратами в космическом пространстве. Когда я там работал и жил когда там, это была действительно дата такая, которую мы отмечали, собирались, говорили там, значит, вспоминали разные там ситуации, которые возникали там, и значит, вот так было. Среди ингушей еще нет покорителей космоса, но истории таких героев, как Умалат Марзиев, посвятивших полвека космонавтике, вселяют веру и стимул в подрастающее поколение, что стать космонавтом далеко не детская мечта. С давних времен я увлекаюсь кораблестроением, увлекаюсь ракетами. Эта сфера наук мне очень интересна, и сегодня, благодаря его выступлению, благодаря его рассказам, из его молодости, из опыта его работы, я узнал очень много нового о кораблестроении непосредственно, о самих ракетах. Первый полет за пределы земной атмосферы совершен нашим соотечественникам, но День космонавтики отмечают во всем мире. А главные герои этого праздника, космонавты, получают поздравления и поздравляют сами не только на Земле, но и на орбитах в космическом пространстве, где проводят по несколько месяцев. Так, российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поздравили соотечественников с Днем космонавтики.
Дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики. Хадиджа Евлоева, Султан Магушков, Магаз 24.